Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Рустам Равилович Галиев, я доцент кафедры экономики и менеджмента Башкирского государственного аграрного университета. Сегодня я раскрою вам о зарубежном опыте фермерства. По этой теме можно обращаться ко мне в 441 кабинет главного корпуса университета по предварительному звонку по номеру телефона, указанному в программе. Поскольку у нас дистанция соблюдается, с вашего позволения я сниму маску. Значит, в первой части лекции мы ознакомимся с опытом фермерства в Израиле. 15 преподавателей экономического факультета в 2012 году стажировались 10 дней в Израиле. Мы привезли оттуда фотографии, видеоматериалы, поэтому начнем с краткого видеоролика. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому давайте посмотрим в течение 5-6 минут видеоролик, а потом я прокомментирую по фотографиям. Пожалуйста, на экран внимание. В исследовательской лаборатории НАСА лидирующие израильские компании играют ключевую роль в разработке среды с регулируемым атмосферным давлением и возможностью влияния на поведение определенных растений для удовлетворения потребностей будущего сельского хозяйства. Фермеры всего мира используют израильские ноу-хау и опыт передового сельского хозяйства, компьютерные программы для предотвращения высыхания растений, поддержания точной температуры и контроля орошения с использованием технологий зондирования растений и обработки данных, интернет для удаленного наблюдения за ростом растений в режиме реального времени, современные методы органического выращивания растений, увеличение срока годности и сокращение затрат на перевозку и получение до 500 тонн высококачественных помидоров с 1 гектара. Касается ли это овощеводства, птицеводства или молочного животноводства, каждый параметр компьютеризирован и находится под удаленным наблюдением и контролем. Электронное распознавание позволяет получить точный состав кормов и подкормки. Датчики, помещенные в трубки доильного аппарата, анализируют состав молока и позволяют дать точную оценку состояния животного. Новый мировой рекорд был установлен на соревновании элитных коров. В среднем от каждой коровы получается 12 500 литров молока с одной коровы ежегодно. Израильские климатические условия и постоянная нехватка воды привели к созданию уникальных решений по сохранению воды. Израиль является мировым лидером в создании технологий по сбережению водных ресурсов. Разбрызгиватели с низкой нагрузкой и автоматические контроллеры – вот два примера израильских инноваций для более рационального использования воды. Использование подземных ирригационных систем позволяет унифицировать распределение воды и удобрений, сделать распределение воды и удобрений равномерным и постоянным. Система подачи воды самотеком позволяет фермерам проводить эффективный полив с маленьких семейных наделов в сельских местностях без использования насосов и электричества. Капельное орошение в Израиле, как известно, основано на последних достижениях раньше, особенно в местах с острой нехваткой воды. Мы определенно извлекли большую выгоду для себя из знания и опыта израильских коллег. Воды в Израиле также привела к созданию закрытых, замкнутых систем для совместного интенсивного разведения рыбы и выращивания овощей. Обогащенная азотом вода из прудов для разведения рыбы закачивается в биофильтр, а после этого подается в гидросистему теплицы, где она обогащается кислородом и возвращается обратно в пруд. Цветы составляют 26% от всего израильского экспорта сельскохозяйственных свежих продуктов. Данный сектор стал очень рентабельным, главным образом из-за развития новых методов выращивания растений и компьютеризации сортировки и срезания растений. Я приехал в Израиль, чтобы узнать, как предотвратить болезни, которые портят мои розы.
производитель высококачественных растительных семян, подходящих для мест с нехваткой водных ресурсов и тяжелыми климатическими условиями. Новые экзотические овощи и фрукты были адаптированы к различным вкусам и требованиям потребителей во всем мире. Израильские ученые вывели уникальный сорт семян томатов с длительным сроком хранения, удовлетворяющих местным сельскохозяйственным условиям и запросам рынка. Мы подписали соглашение с израильской фирмой о производстве масла жожоба для местного рынка. Специально выращенные пчелы опыляют максимально возможное количество растений и творят чудеса с всемирно известными израильскими помидорами. Израильские компании разработали высокоэффективные органические продукты, помогающие фермерам не использовать пестициды и таким образом продавать пользующуюся высоким спросом органическую продукцию по более низкой цене. Это не просто новый трактор. Это новая машина, позволяющая проводить обеззараживание почвы без использования опасного бромистого метила. Трудно поверить, но генетически бесплодные мухи могут стать новыми мирными послами на Ближнем Востоке. Израильская исследовательская группа разработала биологический метод, помогающий производителям цитрусовых с обеих сторон границы справиться с ущербом, наносимым плодовой мушкой. Первый раз за многие годы плодовая мушка не портит мой урожай цитрусов. Являясь мировыми лидерами в разработке сельскохозяйственных технологий и инноваций, израильские компании могут предложить различные варианты современных решений для всех этапов сельскохозяйственного производства, начиная с оценки фермерских затрат и заканчивая перевозкой и сбытом готовой продукции. Они создали всесторонний продуманный проект в очень короткий промежуток времени и именно с теми технологиями, которые были нужны. Израиль придает большое значение международному сотрудничеству, охватывающему совместные учебные исследовательские проекты, передачу ноу-хау технологий и обмен экспертами в различных научных сферах. Выращивайте вместе с нами и пожинайте плоды сельского хозяйства будущего уже сейчас. Итак, продолжаем комментировать фотографии. Что мы видели в Израиле в сельском хозяйстве? На экране видите трактор, который спушивает компостные гурты. Согласно закону Израиля, нельзя навоз в прямом виде вносить на поля, потому что загрязняется грунтовая вода. Они вносят на поля только компост. Для этого есть специальные фирмы, которые с ферм вывозят навоз на забетонированную площадку. Там лишняя жижа стекает, сухое вещество остается. Вот это сухое вещество раскладывает под солнцем на земле, как в качестве гуртов. И периодически вот такой техникой спушивают, кислородом обогащают, чтобы компост созревал быстрее. Потом фермеры-растеневоды покупают этот компост, чтобы вносить на полях. Вот так выглядят гурты без трактора. Значит, в Израиле дефицит воды, влаги. Там летом температура доходит до плюс 50. Без искусственного орошения ничего расти не будет. Поэтому корма, зерновые и плодовые деревья растут только благодаря капельному орошению. Орошение системой разбрызгивания тоже используется, но в основном стараются использовать капельное орошение, потому что хорошо экономится вода. Вот так они создают водоемы искусственные, воду покупают, в водоемах хранят. Пока хранят, там разводят рыб. Рыбы оставляют помет, это удобрение. К этому удобрению еще фосфор-калий немножко добавляют, и этой водой, обогащенной питательными веществами, поливают растения, поля. Те пруды, водоемы, которые не используются временно, их укрывают наподобие брезента материалом, чтобы остановить испарение, потому что вода – дорогой ресурс. Очень бережно и экономно используют воду. Вот такие
разбрызгиватели стоят на воде, чтобы обогащать кислородом, чтобы было комфортнее рыбе. Мы видим здесь цитрусовые плантации. Мы сейчас в этот момент находились на горе, высота 400 метров. Тут вид с птичьего полета. Вот, при приближении, на что я обратил внимание, даже между полями дороги с твердым покрытием. У них и в других развитых странах грузовые автомобили с дорог не съезжают, по полям не ездят поперек вдоль. Только комбайны ездят по полям, потому что у грузовиков колесо не рассчитано. Слишком сильное уплотнение на квадратный сантиметр, высокое давление, это давит полезных насекомых, которые живут на почве. Потом мы посетили ферму. Ферма крупного рогатого скота молочного направления на 1000 голов. Эту ферму обслуживает 6 человек. Вместе с фермером, фермер сидит мой. Фермер сам на втором этаже за окном и за ноутбуком следит за работой гастарбайтеров. Потому что в Израиле в сельском хозяйстве принято, что простую работу выполняют тайцы. Сами евреи такую работу не выполняют. Они сидят в офисе, исследования проводят, новые технологии, методы разрабатывают, а простую ручную работу выполняют гастарбайтеры. В данном случае тайванцы. Значит, на что обратил внимание, кормушки нет. На бетонированный пол сыпят сенаж. Корова круглый год содержится стойлово, беспривязно. И круглый год кормятся сенажом. Потому что если менять корма, у коров начинается расстройство пищеварения, пока микрофлора желудка адаптируется на другой вид корма, продуктивность падает. Чтобы этого не допускать, они стабильно круглый год кормят одним видом корма сенажом. Но к этому сенажу они добавляют 15 видов кормовых добавок. Значит, с другого ракурса эти же коровы обезрожены. Значит, тут, где они стоят, есть желоб, куда стекает жидкая фракция, а подальше там сухая фракция навоза, и этот навоз тоже периодически спушивается. Специальная техника заходит и спушивает этот навоз. Делается это с тем, чтобы коровам было комфортно, чтобы они копыта не повреждали об бетонированный пол, и чтобы им лежать, отдыхать там было удобно. Только один раз в год вывозят вот эту подстилку, так называемый навоз. Специальные фирмы выкупают у ферм. Эти же коровы с другого ракурса. Дальше телятник посетили. На что я обратил внимание, ни в коровнике, ни в телятнике стен серьезных нету. Капитальных стен нету. Есть вот такие наподобие жалюзи, отодвигающиеся конструкции, потому что там зимой плюс 20 градусов, а летом плюс 50. Вот мы были в октябре месяце, там на улице было плюс 30. Так что отапливать, обогревать помещения нет необходимости. Наоборот, эти помещения созданы только для прохлады и для защиты от осадков и от сквозняков. В случае появления ветра вот эти стены закрываются, а так, когда нет ветра, наоборот, есть вентиляторы, которые создают прохладу, искусственный ветерочек, чтобы животное было комфортно. Далее телята другого возрастной группы. Солома используется как подстилка. Телята еще младшего возраста. Вот корова, которая отелилась сегодня. Сейчас при приближении покажу. Вот вымя этой коровы. Значит, как видели в видеоролике, средний удой по стране 12 500 килограммов в год. Если рассчитать, получается в сутки 40 литров, 40 килограммов. Это фляга молока. Вот представьте, вот у этой коровы, которая еще ни разу не доилась, видимо, висит здесь как раз фляга молока. Был снимок, где теленок ищет соски между ног. Даже инстинкт не успел откорректироваться, потому что уже соски надо искать возле земли.
Вот мы видели сенажную яму. Сенаж больше похож на наше сено. Они сказали, сенаж отменный, да, и видно, что сенаж отменный, потому что у них сенаж своими силами не закладывается. Фермер, который держит ферму, не пытается своими силами заполнить сенажную яму. У них принято так. Ферма, владелец фермы заключает договор с другой компанией, сторонней компанией, которая будет заполнять сенажную яму. Например, в договоре пишут, вот срок 3 дня яму заполнить, закрыть, законсервировать. Вот за это, допустим, условно 1 000 000 рублей. Если технология хоть по какому-то пункту нарушается, тогда 500. Половина цены. А почему так? А потому что сенаж будет некачественный. От некачественного сенажа и молоко некачественное, и меньше молока. Вот строго задают технологические требования. Та фирма все силы бросают на заполнение этой ямы. Так и делают за 3 дня, согласно технологии, яму заполняет, закрывает, законсервирует. Таким образом, сенаж у них получается отменный. К этому отменному сенажу еще 15 видов кормовых добавок добавляют. Вот здесь номера секции видите, 12, 11, 10 и так далее. Тут 15 видов кормовых добавок. У них миксер кормораздатчик, который вы видели в ролике. Там программа задана. За рулем сидит тайландец. На экране высвечивается табло, номер, куда надо заехать. Тайландец выруливает, заезжает в указанную секцию. Вот этот миксер кормораздатчик сам берет, сам знает, что там, сам берет сколько надо, потому что рацион задан, программа задана. Смешивает, все, достаточно. Другая секция, номер другой секции высвечивается, в другую секцию заезжает, берет, смешивает, ага, все, достаточно. И таким образом, когда уже корм в миксере полностью готов, согласно рациона, тогда высвечивается стойло. Едет тракторист к стойлу и раздает корма, кормушки коровам. Таким образом, они питаются круглый год одним и тем же сенажом, но сбалансированным. Благодаря этому они достигают удоя 12 500 в год, в 2012 году. В то время коровы лекарственные давали 18 000. Тех коров, которые дают 9 000, ниже 9, они бракуют. И постоянно ведут селекцию. Дочка должна давать больше, чем мать. Вот такой критерий селекции. И бычков, коров-рекордсменок используют как доноров семян. То есть используют их для осеменения ныне живущих коров, потому что эти бычки могут уже лет 30-40 назад умереть, потому что семена в жидком азоте замороженные. Вот, искусственное осеменение, селекция, благодаря этому достигли они уже в 2012 году такого высокого удоя. Удои, как у нас, были у них в 1960-е годы. Вот такие доильные установки нам показали. Вот, тут 2 дойера, 2 тайландца дойера доят этих 1000 голов коров под классическую музыку. Перед доением коров пропускают через душ. Сверху льется вода, сзади дует вентилятор. Корова заходит, стоит и кайфует. Сама решает, сколько стоять. Они провели исследование. Если коров пропускать через душ, при каждом удое на 1,5 литра больше молока отдает корова, нежели минуя через душ. Потому что коровам жарко. Если они не охладились, они 1,5 литра жидкости оставляют у себя, чтобы потеть. А если они охладились, расслабились, тут еще и под классическую музыку их выдаили, то 1,5 литра молока дополнительно они отдают. Таким образом, их 3 раза в день доят в сутки. Соответственно, 4,5 литра молока только лишь благодаря душе. Вот такой танк-охладитель. Наподобие такой техники я видел в КФХ Артемида Крымско-Калининского района. И такие вот доильные установки и танки-охладители. Вот это вымя коровы в приближении. Даже у пуповинного телянка не успела высохнуть.
Телилась корова только сегодня. В день фотографирования. Так. Значит, вот коротко с акцентом на животноводство Израиль мы закончили. Сейчас переходим в Германию. Опыт Германии поделимся. Опытом Германии. Там я сам не был еще, но были там 3 моих студента по полгода стажировались. Переходим в Германию. Тут есть фотографии про растениеводство Израиля, а если время останется, вернемся. Поскольку у нас программа рассчитана на сыроделов и животноводов, акцент делаем на животноводство. Время останется, вернемся. Германия. Предлагаю посмотреть видеоролик, который сняли студенты-практиканты в Германии. Привет! Привет всем! Мы практиканты программы ЛОГО 2017. Меня зовут Нурджан, я из Кыргызской республики, город Бишкек. Меня зовут Карина, я из России, город Уфа, республика Башкортостан. Мы проходим практику в предприятии Ховки Ландшафт Нехтерсхайм. Это предприятие было основано в 1993 году. Сначала оно занималось сыропроизводством и молочной продукцией. Сейчас она стабильно занимается овощеводством и выращивает такие виды культуры, как картофель, тыква, зерновые, в основном это соя и тритикаль, цукини и физалис. Мы хотим поблагодарить программу ЛОГО, что она дала нам возможность пройти практику именно в этом предприятии. Здесь очень хорошие и отзывчивые люди, и люди, которые тебе помогут в любой ситуации. Также практика нам дала возможность увидеть Европу, попутешествовать, выучить язык и познакомиться с разными людьми, с разной национальностью. Сейчас мы хотим вам показать, чем же мы занимались все эти 6 месяцев здесь. Приятного просмотра! I'll smile, don't know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right
Итак, продолжаем. Вот презентации этих студентов, которые они докладывали здесь в аудиториях нам и другим студентам. В 2017 году вот на земле Рейнланд-Пфальц были студенты, практиканты университета. Вот семья фермеров, где они жили и работали. Как вы слышали, фермер раньше был животноводом, производил сыр. Сейчас он специализировался на производстве овощей, выращивании овощей. И в Германии, вот я заметил, любят тыкву. Сажают много тыквы, продается, видимо, хорошо. И в Израиле, в Германии тоже вот используется часто агротекстиль и разные другие полиэтилены. Специальные материалы для укрытия растений. Вот они сортируют картофель. Готовят корзины для доставки. Есть подписчики определенных продуктовых корзин. Они комплектуют и поставляют по подписке. Ну, подписка подразумевает предварительную оплату. Как на газеты подписываемся, сначала оплачиваем, потом в течение года получаем. То же самое и здесь. Сначала фермеру платят деньги, подписались, потом фермер это вкладывает в производство, семена покупает, животных покупает, выращивает, потом периодически, еженедельно, допустим, поставляет. Это позволяет удешевлять, потому что избегает кредитов фермера и надежный сбыт. В Германии принято каждому фермеру иметь свой магазин. Они посредникам не отдают свою продукцию, через свой магазин продают напрямую. Это и торговая марка, его лицо, и только его продукция здесь бывает. Ну, бывает частично и продукция другого фермера, потому что ради ассортимента им приходится идти на бартер. Например, овощевод отдает часть своей продукции производителю фруктов, а производитель фруктов наоборот, ради ассортимента, чтобы в магазине был ассортимент. Вот это они сажают, ухаживают за тыквой. Как заметили, и в Израиле, и в Германии бережно относятся к воде. Вот тыкву на полях очищали щеткой, чтобы сэкономить воду. Вот такие комбайны. Значит, в ролике видели трактор без кабины, и в Израиле я заметил такой же трактор без кабины. Значит, один практикант рассказал, что вот в его фермерском хозяйстве был трактор, произведенный в 1946 году. До сих пор работает. Трактор без кабины, с железными колесами, с железным сиденьем. До сих пор работает. Этот фермер, этот трактор использует 2 раза в год для вспашки полей. А потом под навесом бережно хранит, и когда использует, тоже в щадящем режиме использует. Вот такое вот хозяйственное отношение позволяет продлить срок службы техники. Тыква, кабачки разных сортов. Морковь пучками собирают и пучками продают. Ярмарки устраивают, на ярмарках продают. Вот презентация этого студента закончилась. Сейчас презентация другого студента. Студент-энергетик энергетического факультета ездил. В 2016 году он стажировался в хозяйстве Гельмута Отто. Вот его двор. 3 легковые автомобиля, несколько тракторов. Этого не хватило, поскольку этот студент приехал, фермер на другой же день с этим студентом поехал к дилеру покупать еще один трактор. Вот этот студент удивился. Он, говорит, достал пачку евро, отсчитал наличкой и купил трактор. Вот такие фермеры богатые, что могут за трактор рассчитываться наличкой, без кредита. Вот его дом. Вот мы видим электропастух, изгородь. Здесь животные выгуливаются.
Этот фермер был животновод, силосные рулоны собирали и обертывали полиэтиленом. Вот так и табилитирование силоса идет. Хорошо хранится, но один нюанс есть, грызуны могут повредить. Поэтому хорошо надо бороться против грызунов во время хранения. А так хорошо будет храниться. Уборка урожая силоса. Вот такие хорошие мощные трактора. Этот фермер более состоятельный был, я заметил по фотографиям. Вот прессуют силосную яму не как в Израиле, своими силами ее заполняют. Тем не менее стараются укладываться. В течение 3 дней успевают заполнить яму и законсервировать полностью. Вот этот товарищ, практикант наш, под электропастухом скашивал газонокосилкой траву, чтобы заземление убрать. Он загружал зерно шнеком в прицеп. Все работы механизированы хорошо. Они ездили на семинары 3 раза за 6 месяцев, 3 раза эти студенты-практиканты собираются на семинары. Вот там они увидели ветровые генераторы, рассказали им про энергетику в Германии, тоже сфотографировал. Семинар один проходил в Хамме. Там обучение проходит, экзамен сдают, в замке ночуют. Ну, такой бренд, замок, 450-летней давности замок. Легенду сочинили, чтобы привлекать туристов, как будто в этом замке есть привидения. Но этот студент говорит, никому еще они не показывались. То есть это легенда, это туристический такой вот маркетинговый ход, чтобы привлечь туристов. Замку 450 лет, переночуйте, там есть привидения. На центральной площади, значит, экскурсия Дом Дюссе. Изучали биогазовую установку. Значит, биоэнергетика, возобновляемая энергетика как в Германии, так и в Израиле хорошо развита. И многие фермеры, которые держат ферму, обычно у себя имеют биоэнергетическую установку, биогазовую установку. Вот так выглядят снаружи вот эти большие установки. По нашим ценам они под 300 миллионов доходят, но фермеры в Германии могут позволить себе строительство таких биоэнергетических установок, биогазовых установок. Производят биогаз, метан и заправляют свою технику, заправляют чужую технику, деньги зарабатывают на этом. Тепловую энергию производят, электрическую энергию производят. Вот биогазовая установка, вот двигатель внутреннего сгорания, обычный двигатель внутреннего сгорания стоит, который работает на метане. Вот у нас по городу ездят автобусы нефазы, где написано «работает на метане». То же самое, вот, допустим, двигатель автобуса, работающий на метане, поставили стационарно, и крутящийся момент превращает через генератор в электрическую энергию, а тепло, которое выходит через двигатель, через глушители, использует на обогрев, на отопление. Таким образом, газ превращает в электрическую и тепловую энергию. Сдают после сессии экзамен. Потом работал на тракторе с измельчителем. В Германии любят сеять клевер. Клевер как пастбище. Там пасут скот. Клевер это, во-первых, немцы вообще любят клевер. Клевер, во-первых, это бобовая трава, зеленая, хорошая зеленая масса, сочная. И клевер любят еще и потому, что у клевера урожайность подземной части, потому что корни мочковые, подземной части, выше урожайности надземной части. Таким образом, они говорят, посеять клевер и распахать это поле, или там посеять клевер и равноценно спашке без плуга, вот так говорят они. Посеять клевер равноценно спашке без плуга, потому что вот эти корни мочковые очень хорошо разрыхляют землю. Потом, когда они высыхают, хорошие капиллярные проходы остаются для воды и для прохода воздуха. Хорошая аэрация, увлажнение земли и разрыхление земли идет только лишь за счет этих корней. Без спашки, это спахать поле без плуга.
Вот такие аккумуляторы используют для электропастуха, поскольку этот студент-энергетик, он все, что с энергетикой связано, фотографировал. Вот такой вот электропривод навозоуборочного транспортера. Трактор обслуживал он, масло менял. John Deere у него. Опять трактор обслуживает. Работает на поле, борется с щавелем, как с сорняком. Убирает урожай ячменя. Потом выгружал спельту в бункер для очистки. Спельта — это такая крупяная культура, которая тоже в Башкирии раньше хорошо выращивалась в Башкирии. Вот Бураевский район, слово «бурай» — это и есть в переводе спельта. Бурай. По-татарски, по-башкирски это и есть бурай. Раньше тоже у нас выращивали, только подзабыли, в последнее время перестали. Вот в Германии до сих пор производят, как крупяную культуру используют. Очищает спельту, работает на комбайне, зерновые убирает, сушит спельту, работает на тракторе. Его рабочий автомобиль. Значит, полевые дороги все с твердым покрытием, вот, и в Германии, и в Израиле. То есть государство вкладывает деньги в развитие инфраструктуры. Они тоже могут забетонировать дороги полевые, могут себе позволить. John Deere трактор обслуживает. Строили место под силос. Вот бетонированные, забетонировали они поверхность земли для силоса. Вот это у них рулоны соломы. Солому не как корм, а для подстилки. Вот так приготовили место для силоса, а потом утрамбовывали под специальной техникой. А потом эту яму в течение дня заполнили. В течение дня интенсивно работали. За день они заполнили, закрыли, законсервировали. День был тяжелый, поэтому они потом вечером стейк жарили, чтобы восстановить силу. Вот это его шеф. Вот он сам студент-практикант. Значит, возобновляемая энергетика в Германии и в Израиле хорошо развита. Они топят не дровами, а пеллетами. Специальная техника, прямо похожая на железные щелюсти. Вот, фермер арендует участок леса, там они спиливают сухостой, потом этот сухостой, специальная техника, пропускает через эти щелюсти, назовем так, дробит, в опилку превращает, заполняет телегу, трактор отвозит и выгружает в бункер. Из бункера в автоматическом режиме пеллетный котел заправляется, в пеллетном котле эта опилка, назовем так, пеллеты, превращается в тепло. А это тепло они уже продают. Когда дойдем, на снимках еще раз прокомментирую. Вот здесь он напряжение в электропастухе измерял. Работал с катком на тракторе. Косил поле на тракторе. И отпуск ездил в Мюнхен. С шефом своим ездили на море в Испанию. И вот когда ему было грустно, он заходил на ферму, там бычки были, мясной породы скота содержат. То есть в Германии принято так, что если на мясо, то порода должна быть мясная. Не пытаются они откармливать телят, бычков, молочных коров, потому что от них привеса большого не получишь. Среднесуточные привесы у них доходят до килограмма. Вот, поснимал, говорит, настроение ему. Любил бодаться. Потом сходили в клуб с немецкими друзьями и распределяет сенаж по коровнику на тракторе. Но тут уже стена и крыши капитальные, потому что в Германии не как в Израиле, не жарко там.
и прощается с товарищами. Спасибо за внимание, говорит вот этот энергетик наш, студент энергетического факультета. А дальше студент экономического факультета. Ездил также в Германию на практику на полгода. Он докладывал нам про экономику производства экологической продукции, потому что они ездят в органические хозяйства, органическое сельское хозяйство. Закон об органическом сельском хозяйстве России также принят, уже вступил в силу. В скором времени мы тоже будем вот эти закономерности соблюдать. Какие закономерности, сейчас посмотрим подробнее. Ладно? Значит, что значит экологическое земледелие? Земледелие считается экологическим, если соотношение растений и животных оптимальное, то есть сбалансированное. Растения столько, сколько требуется на корм этому скоту. И этот скот отдает столько органики, которые требуются для питания растений. И вот такой замкнутый круг. Ничего дополнительного вносить не надо. Минеральные удобрения не используют. Если немножко фосфора, калия не хватает, они докупают мясокостную муку. Антибиотики не используют. Используют естественный отбор. Если молотняк болеет, они в профилактории закрывают и не тратятся на антибиотики. Пусть растет тот, кто выживет. Больной, он, конечно, будет расти плохо, и много на лекарства попросит денег, поэтому ничего антигуманного они не совершают, закрывают. Если выздоровеет, выздоровеет, не выздоровеет, значит, его такова судьба была. Удобрение собственного производства и корма тоже собственного производства. Вот так выглядит поле фермера. В Германии, значит, распространена черезполосица. У нас также до революции была черезполосица. После национализации земли мы избавились от черезполосицы, но в Германии как-то это как проблему не рассматривают. Черезполосицу. Эстетическая привлекательность, они говорят, потому что когда черезполосица, разные цвета, разные оттенки, разные растения и чередование, когда растений не так много, их быстро не находят вредители. Еще у них вот у нас полезащитные лесонасаждения, в основном тополя у нас в Башкирии, а в Германии полезащитные насаждения, разные деревья. Есть деревья, которые выделяют азодирахтин. Это такое дерево, по-моему, ним. Его специально привезли из субтропика, потому что заметили, что к этому дереву не садится ни одна бабочка, а потому что выделяет специальные отпугивающие вещества. И эти деревья еще способствуют заселению птиц, размножению птиц. А птицы – это естественные защитники, они ловят на лету бабочек. То есть бабочки не долетают до растений, не откладывают яйца, личинки не появляются, а если появляются, используют биозащиту. Биозащита – это значит вредителей, паразитов, вирусов, бактерий разных, которые пожирают, уничтожают вот этих вредителей. Теплица у этого фермера. Значит, в Германии принято не сеять напрямую, например, кукурузу, в данном случае на поля, потому что есть процент схожести, около 60-70% может быть. Соответственно, расстояние между растениями должно быть строго, допустим, 20 сантиметров. А если напрямую посеять, с учетом процентов схожести приходится сеять почаще, погуже, соответственно, если все взойдут, значит, они будут конкурировать друг с другом, как с сорняком, урожайность будет падать. А если как положено посеять через 20 сантиметров, то если вот этот не вырастет, то между этими 40 сантиметров получается, значит, мы нерационально используем землю. Чтобы этого избегать, они сначала проращивают, только те, что взошло, пересаживают. Получается оптимальное расстояние между растениями
Они и не конкурируют друг с другом, и пустых земель тоже, земля пустой тоже не остается. Вот такие сажалки используют для, вот в данном случае они сажают салат. Потом вот кукурузу культивируют. Органическое сельское хозяйство требует определенных квадратных метров для каждого вида животных. Допустим, крупный рогатый скот, если весом более 350 килограммов, взрослая корова, допустим, 5 квадратных метров в хлеву положено. Место для выгула 3,5 квадратных метра. Для коров, допустим, 6 квадратных метров в хлеву, 4,5 для выгула. Для свиней, кормящих, 7,5 в хлеву, 2,5 для выгула. Таким образом, все регламентировано вплоть до кур. Кур, несушек, поросята и так далее. То есть принцип такой: животные должны быть счастливыми. Если ты органическое сельское хозяйство ведешь, эко, био, органик – это все синонимы. Если у тебя органическое сельское хозяйство, животные должны быть счастливыми. Счастливые животные дают счастливое молоко, например, съев который или выпив который, человек тоже станет счастливым. Вот такой принцип органического сельского хозяйства. Вот правило содержания крупного рогатого скота. Есть, должны быть специальные места для отдыха, для кормления, для доения. Все регламентировано. Вот фотографии ферм, телятников, похожи тоже на израильские. Такие вот наподобие конурки используют для телят. Их содержат на улице, чтобы минимизировать вот это внутрифермные бактерии, чтобы они не заражались друг от друга. Их стараются содержать на улице. Свежий воздух хорошо проветривается, и заражения нет, сводится к минимуму. Вот так выглядит ферма крупного рогатого скота. Германия тоже беспривязна. Коровы щипированы, на ошейниках у них датчики, персонифицированное кормление фуражом будет идти. Используют некоторые фермеры роботы-дойеров, которые доят до 100 коров. До 100 коров доит один робот-дойер без персонала, без обслуживающего персонала. Вот счастливые коровы гуляют на лугу. Чтобы затраты труда минимизировать, они вот такие коридоры создают, чтобы и техника безопасности, чтобы люди минимально контактировали с этими животными. Они могут забодать, они могут наступить и так далее. Травмоопасно. Вот такие коридорчики созданы. Вот такая вот доильная установка елочка на водяной подушке. Вот этот карусель крутится до водяной подушки один круг за 15 минут. В это время корова дуется. Чтобы, если корова не выходит, на него подается струя холодной воды. То есть вот, жестокое обращение нельзя допускать, к коровам надо относиться мягко, поэтому вот не палкой выгоняют, а струйкой холодной воды. Куры должны быть также счастливыми, они должны иметь место для выгула обязательно. Входы-выходы должны быть разумные. И должен быть навес, где они спят. Предполагается, что они отдыхают 8 часов и остальные 16 часов гуляют. На местах выгула должны быть вот такие навесы, чтобы они могли от солнца защищаться. Затененные участки должны быть. Поилка должна быть обязательно. И они несут яйца, оттуда яйца берут и на продажу. Значит, вот такие схемы. Был один снимок, сейчас нету. Значит, один фермер содержал кур в автомобильном прицепе. Автомобильный прицеп специально изготовлен в форме курятника. Там решетчатый вот такой пол. Через пол помет птичий сыпется на землю. Фермер прицепляет этот прицеп на свой легковой автомобиль, на пикап.
перевозит с одного поля на другое, или в рамках одного поля с одного участка на другой участок. На поле он сеет просто, допустим. Когда просто созревает, он этот курятник вместе с курами перевозит туда, на это поле. Дверца открывает, куры сами выходят, сами клюют это просто, гуляют, и яйца несут. Фермер только один раз в день приезжает, яйца забирает, они сами заходят, отдыхают и помет оставляют на этом поле. То есть вот этот навоз вывозить не приходится. Помет оставляют, когда помета достаточно на этом участке и, соответственно, и проса уже съели здесь, он перевозит эту тележку на другой участок, на другое место. Там уже съедают проса, там удобрения вносят, потом на третье место и так далее. Минимизирует затраты труда по уходу за этими птицами. Вот правила содержания свиней, тоже все это регламентировано. Должны быть участки отдыха, кормления, поения, опороса. Для взрослых отдельно, для молодняка отдельно. Вот счастливые свиньи. Свинарник вот так выглядит. Биозащита. Про биозащиту немножко расскажем. Значит, они используют разные феромоны, соединения, феромоны следа, чтобы запутать, чтобы привлечь. Вот в Израиле тоже используют такие вот биозащиту, допустим, от мошкары, как избавлялись цитрусовые плантации, повреждала мошкара. Они феромоны намазали, туда слетались самцы, на них направляли рентгеновские лучи. Соответственно, все самцы с поврежденным этим аппаратом оплодотворения, соответственно, оплодотворять уже дальше не могут, и популяция мошкариков снижается, плантация очищается. Вот такой тонкий подход к сельскому хозяйству. С помощью микроскопа и с помощью интеллекта, высокого интеллекта, позволяет эффективно вести сельское хозяйство в развитых странах. Вот азодирахтин, вот такая культура ним, пересаженная из субтропика, возобновляемая энергетика, биогазовые установки издалека есть, вот сфоткана. Вот схема. Есть приемник жидкой фракции, туда напрямую навоз с фермы. Потом твердая фракция – это силос. Потом их смешивают в биореакторе, немножко подогревают, немножко подбрасывают туда бактерии специальные, чтобы бродило. Бродит, крыша надувается, газвольдер надувается, а там газ образуется. Биогаз используют, очищают и сжигают через двигатель внутреннего сгорания, мини-ТЭЦ, превращает в электричество и тепло. Часть биогаза используют на топливо, как биометан. Заправляет трактора, легковые автомобили, соседей и других горожан, свою технику также. После сбраживания остается компост. Компост даже как удобрение лучше, чем напрямую навоз. Сильнейшее удобрение получается в конце. Все это автоматика управляет. Компьютерная техника всем этим процессом, за температурой, за влажностью, за смешиванием, давлением, чисткой. Всем этим управляет автоматика. Дорогостоящее устройство, установка, но они это позволяют себе, потому что энергия дорогая в развитых странах. Даже один фермер преподавателям, стажирующимся в Германии, рассказал фермер, что он подсчитал. У него есть поля, где он выращивает кукурузу. Из кукурузы закладывает силос. Силос скармливает коровам. От коров получает молоко и навоз. Молоко продает, получает деньги. Навоз через биореактор превращает в газ. Газ сжигает, превращает в электрическую и тепловую энергию. Тоже получает деньги. Он подсчитал. Денег от молока меньше, чем денег от газа и от электричества и тепла. Он пришел к выводу, рассчитал и пришел к выводу. В этой цепочке коровы лишние. Надо много кукурузы сеять, сажать.
много силоса. Этот силос напрямую в биогазовую установку, минуя коров. От коров денег много не получишь, он говорит. Биогазовую установку. Много газа, много электрической тепловой энергии, много денег. То есть фермеры в развитых странах, как Германия, превращаются в энергетическую компанию. Им тоже становится невыгодно производить молока. Кризис перепроизводства. Цены из года в год на молоко падают. На обычное простое молоко быстрее падают, чем на органическое, биоэкологическое молоко. Но тем не менее цены и на то, и на это молоко падают. Причина объясняется тем, что конкуренция между супермаркетами. Супермаркеты конкурируют между собой, чтобы привлечь покупателя, а они снижают цены на молоко. Потому что за молоком покупатель заходит каждый день. Это скоро портящийся продукт. На запас на несколько дней не закупаются. Каждый день заходит за молоком. Соответственно, цены на молоко надо сделать низкими, чтобы заходили покупатели. Раз супермаркет продает по низкой цене молоко, он по низкой цене покупает у молзаводов. Так, молзаводы. Раз у молзаводов покупают по низкой цене, молзаводы покупают молоко у фермеров также по низкой цене. А фермер крайний. Затраты у него большие, закупочная цена низкая. Большого смысла нет производить молоко. Вот они начали приходить к выводу, что коровы лишние. Надо сразу энергию производить и продавать. Больше денег заработаешь, нежели производить молоко. Вот так выглядит у них сенажная яма. Сейчас силоса и сенажа они используют на корм, сейчас напрямую идет в биогазовую установку, потому что это выгоднее. Не жалеют. Сейчас напрямую пускают. И они говорят, нежели навоз хранить и потом вносить на поля, экологически чище этот навоз перерабатывать, превращать в газ, свет, тепло и получать ценнейшее удобрение компост. Потому что от навоза, когда мы храним просто навоз под открытым небом, круглый год же нельзя вносить на поля навоз. Навоз вносишь на поля один раз в год, а в остальное время приходится хранить. Когда хранишь, метан улетучивается, озоновый слой разрушает. Вот это хуже, нежели перерабатывать, они говорят. Древесная энергия. Вот так выглядят пеллеты с близкого расстояния. Пеллетные хранилища заполняют один раз в год. На фотографии мы видели, как они через железные челюсти пропускают стволы деревьев. Потом автоматика подает этот пеллет в пеллетный котел. Там вырабатывается тепло, горячая вода. Это в аккумуляторе хранится. Используется по мере необходимости для отопления и для горячего водоснабжения. Те фермеры, которых пеллетный котел больше, они даже отапливают муниципальные учреждения. Например, детские сады, дома престарелых, которые недалеко расположены, они отапливают и получают за это деньги. То есть вот энергетические компании становятся уже фермеры. Солнечная энергетика также распространена и в Германии, и в Израиле. В Израиле солнечную энергию использовали для обогрева. Горячего водоснабжения нету. На крыше дома есть водонагреватель солнечный. Вот там они обогревают воду. Ну, конечно, есть в этом водонагревателе ТЭН, который в течение недельки-две в течение года используется, остальное время солнечных лучей хватает на обогрев воды. Бывают дождливые недели, 1-2 недели, только тогда включают они ТЭН в Израиле. И в Германии вот такие на крышах солнечные панели стоят для выработки электрической энергии. Ветровая энергетика также распространена, потому что на побережье моря, а от моря дуют ветры, энергетика, ветровые электростанции работают. Гидроэлектроэнергетика тоже развита. Плотины, реки и гидроэлектростанции работают.
Так, презентацию этого студента мы закончили. Переходим к фотографиям. Прокомментируем фотографии. Вот так выглядит модульная станция, работающая на пеллетах. Вот так выглядит коровник. Вот так выглядят дальние установки в Германии. Это другие, не елочка, это стационарная. Вот, на семинаре им объясняли, как все это работает, пеллетные котлы. Пеллеты сами показывали. Вот модульный пеллетный котел, котельная модульная пеллетная. Двери есть. Вот, внутри. Фотографии тут не по порядку идут. Значит, они на семинаре ездили на ферму одну. Такие вот старые помещения также все еще стоят. Из дерева, из глины сооруженные. Место для выгула животных. Тут кони. Спортивным коневодством тоже любят заниматься немцы. Значит, телятник для недельной двухмесячного возраста в клетках индивидуально содержится. Тут ферма, рядом телятник. Телята возраста более старшего, месячные и более. Тоже видим щипировано, ошейник и щип. Индивидуальные все параметры фиксируются, роста и развития этого животного. То же самое и у коров. Сенаж вот выложили в качестве корма. Значит, рядом с фермой есть завод, молзавод. Перерабатывают они молоко сразу же. И рядом же есть магазин, где это молоко, молочную продукцию продают. Вот так выглядит со второго этажа. Сфотографировали разные чаны, там вот творог, сыр. Переработка идет здесь. Вот переработанные фасованные молочные продукты. Это уже на полях вносят вот такие вот гранулы мясокосной муки. Потому что в навозе азота достаточно, фосфора, калия бывает мало. Поэтому добавляют мясокосную муку, покупают вот в таких мешках мясокосную муку. Кукурузу выращивают на зерно и початки отдельно собирают для продажи через магазин. Во дворе стоит хлеб для кур. У фермера семья, несколько поколений живут в этом трехэтажном доме. На первый этаж у них как столовая, как гостиная. На втором этаже живут семья фермера. На третьем этаже живут практиканты вот эти и отец фермера. Вот этот отец фермера особо на поля не ездит, он следит за курами. В хлеву куры, яйца у них собирает, периодически приносят в магазин на продажу. Вот яйца в контейнер ложат по 10 штук и цена 35 евроцентов за штуку. Вот это свинарник, так выглядит у них. Вот спортивные лошади. Так, телятник здесь, каждый в индивидуальных боксах содержится, солома как подстилка и на улице. Тоже телятник. Вот такие вот коридоры, опять же, система регулирования движения животных, сельхозживотных. Передвигая вот эти загоны, они меняют направление движения и минимизируют контакт с животными. Это у них склад готовой продукции молочного завода. Это магазин, где продают они готовые молочные продукты переработанные. Это биогазовая установка.
несколько сразу рядом стоят газгольдеры. Вот так выглядит емкость, куда они загружают навоз и силос. Потом укрывается все это брезентом и надувается за счет выработки газа. Это у них дальняя установка похожа. Коровы содержатся здесь, поилка коров. В коровнике внутри, как выглядит в Германии. Вот модульная установка, опять же, работающая на пеллетах. И вот биогазовая установка. Вот такие социальные учреждения, они отапливают, фермеры отапливают соседние социальные учреждения. Вот этот дом отапливается за счет пеллетного котла. Вот пеллетный котел, там бункер, один раз в год заправили, периодически обслуживают, осматривают. А так все автоматизировано, каждый день подходить, регулировать, заправлять нет необходимости. Вот им схему чертили, объясняли, как все это работает. Вот бункер пеллетом заправленный. Все, по-моему, тоже повторяется. Так. Ну, давайте посмотрим фотографии растениеводства в Германии, поскольку у нас еще немножко времени осталось, минут 20. Так, вид крупные значки. Так, значит, вот эта студентка-практикантка, как приехала весной, они весной уезжают на полгода, осенью возвращаются. Ну, значит, она сразу в погреб, овощехранилище. Не погреб, а овощехранилище для чистки картофеля от ростков. Вот в эти ящики загружают картофель и в магазин на продажу везут. Немножко очищает от ростков. Прорастает все-таки к весне, там тоже. Вот они сажают кукурузу с помощью сажалки. Вот так выглядит уже посаженная кукуруза. И в Германии, и в Израиле агротекстили часто используют, вот как шаблон вырезает через определенное расстояние и сажают они, по-моему, здесь сажали фасоль. Значит, у фермера есть вот здесь холодильная установка, это помещение, где кондиционер регулирует микроклимат. Овощи загружают в ящики, в ящиках под давлением моют, потом на эти телеги с колесиками, лишняя вода стекает, потом заталкивают вот эти тележки с колесиками в хранилище. Оттуда уже каждый день по одному, по два ящика берут в магазин на продажу. Один раз в неделю заполняют хранилище и периодически в течение недели уже на продажу по одному, по два ящика по мере израсходования в магазине. Вот у них выращивается картофель, поскольку нельзя использовать гербициды, с сорняками борются вручную, пропалывают. Вот эта часть пропололи, а здесь осталось еще, тут растет рапс как сорняк. Видимо, в прошлом году здесь выращивали рапс, немножко осыпалось семена, они проросли, сейчас пропалывают. Все это растения, сорные растения, они складывают в ящики в телегу. Это в компостную кучу. То есть там, где сорвали, не оставляют компостную кучу, оттуда могут биогазовую установку, а могут как компост превратить в навоз и на поля как удобрение. Вот они телегу загружают, все это сорняки. Фенхель любят выращивать в Германии. Вот у фермера вот участок поля, разные виды культур вдоль сажают, не поперек. Вот разные укроп, морковь, капусты разных сортов, салаты и так далее. Вот кукуруза у него проросла уже, середина лета, капуста растет. Вот они пропалывают вручную. Фермер привез их, вместе с ними полчасика поработал, прикинул, ага,
вот вместе мы полчаса поработали, вот столько сделали, значит, вы все это поле закончите к 5 часам. Вот ждите, я в 5 приеду. То есть он нормирует, дозирует работу и халтурить не дает. Прикинул и поставил задачу к 3 завершить. В 3 часа приеду, говорит. Вот они моют, такие фартуки, резиновые сапоги, перчатки одевают, под давлением моют овощи в ящиках и потом закатывают в это хранилище. Периодически в течение лета на трактор прицепляют ручной овощный конный плуг, спахивают один ряд картофеля, потом практиканты собирают этот картофель в ящики, а когда уже осенью картофель полностью созреет, уберут с помощью комбайна. А так периодически один раз в неделю тоже картофель снимают урожай на продажу, как свежий картофель через магазин. Вот пшеничное поле уже сколько проросло, капустное поле, конец лета уже наступает. Вот в теплице томаты как выросли, вот зерновые уже пожелтели. Начали снимать урожай салата, в ящики снимают, в хранилище и на продажу. Вот так у них лежат наподобие пожарного гидранта такие вот шланги. К ним подключаются через ящик, в ящике счетчик воды. С этой стороны муниципальный водопровод, вот этот шланг, с другой стороны фермерский водопровод. И используют на полив воду. Счетчик считает, счетчик опломбирован, счетчик переносной. С собой привозят, подключил, через счетчик воду провел, а вечером снял, увез с собой счетчик. А потом по счетчику рассчитывается за потребленную воду. Муниципальный водопровод, все приготовлено фермерам, дороги с твердым покрытием, то есть все удобства созданы, только занимайся. Вот картофелеуборочный комбайн, они уже осенью убрали с помощью этого комбайна картофель. Лук, снимают урожай лука. Вот у них поля так выглядят. Вот капусту начали, периодически снимают на продажу. Тыквы, много такой столовой тыквы, маленькая оранжевая тыква столовая. Много, любят они много выращивать, продавать, потреблять. Морковь они продают пучками, не килограммами. Вот такие пучки собирают. Зелень, вместе с зеленью, чтобы показать, что морковка свежая. Вместе с зеленью. Тыкву на хранение. Кабачки на хранение. Разные сорта салатов. Вот такую капусту выращивают. Брюссельская, по-моему, называется. Вот. Ярмарки разные, выставки устраивают. Вот. Такие вот трактора без кабины и в Израиле, и в Германии используются все еще. Эти практикантки тоже ездили за рулем. Разные выставки урожая, золотая осень наподобие, вот такие устраивают. Разные поделки из овощей, декоратив. Вот техника у фермера. Этот фермер не такой уж богатый, судя по технике его. Вот внутри теплицы, в магазине. Этот фермер тоже держит у себя магазин, через свой магазин все продает. Эти практиканты тоже продавали, в магазине стояли. Вот цены для интереса. Ассортимент широкий. Для расширения ассортимента, как я говорил, бартером меняются фермеры друг с другом. Вот сажают, вот так посадили. Вот так выглядят населенные пункты. Возле населенных пунктов вот уже посадки овощей, фруктов. В Германии также получается у этих фермеров большие затраты ручного труда, поскольку органическое сельское хозяйство требует много затрат ручного труда, тоже привлекает гастарбайтеров. Вот здесь африканцы из Киргизии, из Казахстана, из России, студентки, практиканты. Это для немцев гастарбайтеры. Сами они организовывают фермерское хозяйство, управляют фермерским хозяйством, а вот используют иностранных наемных рабочих сил.
внутри теплицы. Вот помидоры созревают. Так, еще минут 10 осталось. Давайте посмотрим фотографии растениеводства в Израиле. По порядку. Значит, есть компания B&B в Израиле, которая занимается насекомыми. Там много теплиц используется. В теплицах пчелы не залетают в теплицы, мухи не залетают. Для опыления используют домики шмелей. Вот домик шмелей, так с близкого расстояния выглядит. Вот такая вот эмблема компании B&B. Такие домики шмелей тоже совхоз Алексеевский покупает для своих теплиц. Значит, мы сейчас у одного фермера в Израиле, который занимается выращиванием клубники. Целое поле. Половина Израиля, во-первых, это пустыня, песок. Вот на этом песке целое поле, нарезали грядки, проложили трубки капельного орошения, посадили саженцы клубники, укрывают эту клубнику полиэтиленом, непрозрачный такой, цвета алюминиевого цвета, непрозрачный полиэтилен. Потом таиландцы ходят, нащупывают через этот полиэтилен, продырявливают и выпускают листочки клубники. Укрывают плотно, и вот такие грядки получаются. 4 функции выполняет полиэтилен. Во-первых, ягоды не будут задевать песка. Во-вторых, сорняки не могут прорастать. В-третьих, песок будет равномерно прогреваться. Летом, то есть днем не сильно будет перегреваться, а ночью не сильно остынет, потому что в ясную погоду днем жарко, а ночью прохладненько бывает. Чтобы вот выровнять, вот этот полиэтилен выполняет функцию выравнивания. И 4-я функция – песчаные бури не бывают, соответственно, ягоды не пачкаются песком. Вот эта дата реальная, 17 октября 2012 года. Они как раз сажали, клубнику сажали. Летом слишком жарко, поэтому они летом в теплицах выращивают ягоды, размножают ягоды. Кустики ягод, усики получают, от одного кустика до 300 усиков получают. Потом в октябре пересаживают эти усики на открытые поля. Потом в ноябре-декабре выращивают. В ноябре-декабре у них температура комнатная. Зимой вот получают ягоды. Цена на ягоды, вы знаете, в магазинах как на мясо. Соответственно, они эти ягоды экспортируют. Вот конкретно этот фермер, он экспортирует в Лондон. Он говорит, прежде чем произвести эти ягоды, мы, говорит, исследуем рынок. Проводили промо-акции в Лондоне, в супермаркетах, давали на пробу ягоды. Англичане пробовали, оценивали. Вот этому 5 баллов, этому 4 балла, этому 3 балла. То есть им нравится вот такой сорт. Крупный, мясистый, но не сладкий. Потому что они хорошо наелись, боятся ожирения, диабета сахарного. Они хотят десерт, но не сладкий. Вот, специально для них размножили летом этот сорт, потом осенью сажают и зимой поставляют в Лондон. Не используют гербициды, не используют пестициды, экологически чистые ягоды и ягоды свежие, потому что вот эти таиландцы в 5 утра там светает, в 6 утра восход, к 6 утра фуру заполняют ягодами. В 5 выходят, в одноразовые контейнеры собирают, контейнеры одноразовые в ящики, ящики в телегу в фуру. К 6 утра фуру заполнили. Фура уезжает в аэропорт. К 7 утра заезжает грузовой самолет. В 7 утра грузовой самолет полетает в Лондон. 4 часа в пути. В 11 дня в Лондоне садится в аэропорту. К 12 дня уже раздал по супермаркетам эти ягоды. В супермаркетах 12 дня на прилавке эти ягоды. В 6 утра собранные. Свежайшие ягоды, без гербицида, без пестицида. А англичане выходят на обед, супермаркеты посещают, покупают на десерт по цене как мясо. Вот так зарабатывает Израиль на экспорте свежих овощей и ягод, на экологически чистых. Посетили другого фермера, который занимается цветоводством.
комнатные цветы для продажи на внутреннем рынке. Мы сейчас видим приготовленные для перевозки в магазины. На субстрате выращивает, не используется почва. Тут пенопластовые крошки, базальтовые нити и разные другие субстраты. Вот сам фермер, ему 75 лет, довольно бодренький старичок, сам лезет на крышу, чистит от пыли крышу тепличного комплекса. Тепличный комплекс у него как целая одна деревня. За микроклиматом следит вот эта автоматика. За спиной вот этих ребят стоит автоматика. Вот эта автоматика следит за микроклиматом. Температурный, влажностной, световой режим регулирует. Вот здесь есть двери, как у шкафа купе. Отодвигается, можно перейти на другую секцию. По этому тепличному комплексу он передвигается на электромобилях, на велосипедах. Потому что как одна деревня. У него там работает 2 или 3 женщины. Этого достаточно. Все автоматизировано. Вот мы через дверь шкафа купе, назовем так, перешли на другую секцию. Что мы видим? Зашторенные стены, вентиляторы и бетонированный пол. То есть цветы выращиваются в горшках, на поддонах, поддоны на роликах, на рельсах. Одним легким движением руки эти поддоны перемещаются как мозаика местами и выносятся на эти рельсы, дверь отодвигается на другую секцию, переходит. Таким образом, из одной секции в другую переходит поддон, а в каждой секции свой температурно-влажностный режим. В первой секции темно-прохладно, там посадили, там светлее-теплее, потом еще светлее-теплее, еще светлее-теплее. Когда они расцветают, в последнюю секцию доходят, там фасуют и на продажу. Таким образом, они управляют цветением этих цветов комнатных. Каждый квадратный метр рационально используют. В коридорах повесили на потолке. Вот эта стена у них черная, это радиаторы. Покупают воду, вода приходит под землей, температура максимум 12 градусов. Вот эта вода проходит через этот радиатор, радиатор охлаждается, сверху капает вода, увлажняется, через холодный и увлажненный радиатор заходит охлажденный воздух. На улице было 30 градусов, а внутри теплицы 24. То есть микроклимат регулирует. И я им сказал, ваша теплица это не теплица, это прохладица. Потому что у нас теплица для тепла, а у вас теплица для прохлады. Их, если правильно назвать надо прохладиться. Значит, домик шмелей. Они сказали, если вы что-то зеленое увидите, значит есть там трубка капельного орошения, так и есть. Все газоны только за счет трубки капельного орошения. На полях используют сетки такие, агротекстили разные для защиты от мошкарок, от птиц. Вот это банановые плантации, цитрусовые плантации. Вот так укрыли. Мы сейчас во время движения на автобусе видим на полях, где нет трубки капельного орошения, все высохло. Вот там растут, потому что там поливается. Были у другого фермера, который выращивает виноград. Виноград продают также на экспорт в Лондон. Также нам дали попробовать, мы сказали, мясистый, невлажный и не сладкий. Они говорят, да, мы с вами согласны, поэтому мы этот виноград даже в Израиле не продаем. Также только на экспорт в Лондон. Вот тайландцы фасуют этот виноград, одноразовые контейнеры, взвешивают, штрих-код приклеивают, потом ящики в телеге. Что сыпется с кисточки, то на изюм. Вот так раскладывают на полях, сушится. Летние полгода дождей не бывает, дождей не боятся. Птиц отпугивают звуками хищных птиц. За 2 недели высыхает виноград, превращается в изюм. Вот этот рулон быстренько собирают, моют, досушка и на продажу. Вот так производится виноград и изюм. Значит, были в теплице, где сортоиспытание клубники идет. Вот на таких желобочках они выращивают клубнику. Желоба, я их назвал как водосточные желоба. Ну, они, наверное, специальное название имеют. Их вешают на высоте головы, потому что если на высоте пояса шире приходится оставлять между рядами, а на высоте головы уже.
То есть каждый квадратный метр рационально используют. Желобойщик имеет. Лишняя вода, которая подходит по трубке капельного орошения, если не успела потребиться растениями, скапает в том конце. И, соответственно, вот сюда собирается. И потом на анализ смотрят, сколько там азота, сколько фосфора, сколько калия осталось. Значит, надо дать команду автоматике, чтобы убавили содержание азота, фосфора, калия в воде, потому что растения не успевают потреблять. Вот такой тонкий подход к уходу за растениями. Биодатчики используют, видеоролики видели. Если растения болеют, если они стали меньше расти, фермерам приходят сигналы по СМС-ке. Они обращаются к консультантам, консультанты приезжают, консультанты узкоспециализированные. Допустим, тот консультант, который знает про ягоды, все знает, но про томаты или про перцы ничего не знает, потому что они узкоспециализированные. Их услуги дорого стоят. Сутки консультации $500. $500 в сутки. Но зато все знает. Он диагностирует, микроскопы смотрит, ага, вот у тебя там вот такие вредители появились. По справочникам находят паразиты этих вредителей вот такие. Концентрацию посчитал на квадратный сантиметр, их столько. При такой концентрации столько-то паразитов надо купить. Звонят в компанию BioBee. Из BioBee привозят паразитов этих вредителей. Промышленным пылесосом опрыскивают этих паразитов. Паразит находит вредителя, цепляется, высасывает соки, вредитель погибает. Потом паразит ходит, ищет вредителя, больше нету, питаться нечем, сам погибает. Остаются чистые растения. Следов гербицида нет, следов пестицида нет, это экологически чистый продукт. Европа, Англия готовы платить пачками за этот продукт $, и евро. Значит, домик шмелей. В другой теплице были, где выращивают помидоры. Помидоры в теплице растут в течение 11 месяцев. Потому что круглый год солнце светит на пустыне, температура регулируется внутри теплицы, если правильно назвать, в прохладице, потому что на улице до плюс 50 доходит, песок на улице согревается до плюс 70, яйцо можно сварить. Поэтому на улице среда стерильная. Если только человек сам руками грязными или на одежде не занесет болезней в теплицу, они здесь появиться не могут. Поэтому это идеальная среда. Пустыня – это идеальная среда для выращивания экологически чистых овощей на экспорт. В течение 11 месяцев выращивают. За эти 11 месяцев длина стебля доходит до 15 метров. Вот стебель, вот здесь пока растет, плодоносит. Вот следы видим гусеницы. Тут робот собирает помидоры. Одного только робота показали, и то фотографировать запретили. Робота, который собирает помидоры, тоже не показали, только мы следы видели. Они собирают, потом обрезают, укладывают. Дальше растет листья, цветы, помидоры. Но там уже до конца дошли, повернули стебель, туда опустили. И так вот 15 метров длина стебля. Они это говорят не голословно, шпагаты у них на роликах, там есть метки, они по этим меткам судят о длине стебля. Только один раз в год все это очищается, и почва стерилизуется, и новые томаты сажаются на следующий год. Таким образом, мы все фотографии вроде уже посмотрели. Сейчас проверю. Да, все фотографии про Израиль, про Германию, про сельское хозяйство, про передовые технологии, про органические земледелие я вам рассказал. Если у вас возникнут вопросы, можете подойти, еще раз говорю, повторяю, кабинет 441 главного корпуса Аграрного университета. На этом благодарю за внимание. До свидания.